Меня зовут Подорожная Екатерина Сергеевна. Я в нашей команде модератор и спикер разработчиков. И я студентка Северо-Восточного федерального университета, Института математики и информатики 3-го курса. Также активист по СВИ. Меня зовут Филюшкин Николай Викторович. Я учусь на веб-дизайнера, веб-разработчика в Якутском колледже связи и энергетики. В нашей команде я занимаю роль менеджера. Добрый день, меня зовут Максим Павлович. Я сам родом из Сунтара, села Тайбахой. Я занимаюсь робототехникой, программированием. И также у меня есть своя IT-школа. И также я представляю, пришел от имени Агато, отечественного Агата. И также я работаю над проектами, над несколькими в данный момент. И я пришел на этот семинар в роли эксперта. Всем привет, меня зовут Демидова Ирина Васильевна. Я выступаю лидером группы IT-десанта. Мы представляем технопарк города Якутска, технопарк Якутия. И я являюсь заведующей практики колледжа связи и энергетики Петра Ивановича Дудкина. Наша цель – провести образовательные семинары для учащихся школ с 7 по 11 классы разных районов нашей республики, даже отдаленных районов республики. У нас существует 3 выездные группы. Одна из них находится в Сунтарском районе на данный момент. Это представителями выступаем мы. И мы проводим образовательный семинар в сфере IT-технологий под названием «Стартап». Семинары образовательные у нас проводятся при поддержке Министерства инноваций Республики Саха-Якутия, Министерства образования Республики, также при СВФУ, институте, и колледже связи и энергетики, а также АГАТУ. На наших лекциях мы учим ребят строить ценностное предложение, шаблонные бизнес-модели для того, чтобы впоследствии использовать это для своих будущих стартапов, проектов и непосредственно для участия в конкурсе «Моя профессия IT» и последующих хакатонах. И также мы рассказываем, то есть профориентационные моменты у нас имеются, конкретно про роли в IT-отрасли и рассказываем, кем можно стать для того, чтобы войти непосредственно в IT-отрасль. Главными организаторами выездных семинаров образовательных в сфере IT выступает у нас Ассоциация развития IT-отрасли Республики Саха-Якутия. Наши семинары двухдневные, они проводятся в очном и дистанционном формате, то есть поприсутствовать может каждый, кто подал заявку. На протяжении 2 дней ребята учатся непосредственно собирать свои проекты, создавать их на направления, которые мы изначально им преподносим. И, собственно, эти 2 дня, в конце 2-го дня уже непосредственно происходит защита своих проектов, что обычно происходит на таких конкурсах, как «Моя профессия IT», хакатонах непосредственно. В данном образовательном семинаре ребята буквально за 2 дня проходят такой большой путь от идеи до продукта. То есть в конце, первый день они придумывают идеи, отрасль, выбирают, в которой бы они хотели, или, может быть, уже имеется идея, какая-то инновационная. И в конце 2-го дня они превращают эту идею в настоящую бизнес-модель. И представляют на наш суд, на суд экспертов. На эти семинары приходят не только школьники, мы также принимаем преподавателей, в том числе еще и студентов. Вообще очень важно, чтобы приходили именно студенты, преподаватели. Потому что они у нас также в будущем будут учить по нашим материалам детей, которые в будущем будут учиться. Почему мы проводим эти семинары? Потому что наша республика на данный момент славится, помимо добычи золота, алмазов и газа, и нефти, инновационными продуктами, то есть цифровыми продуктами. И мы в данное время, наша республика работает над тем, чтобы взрастить с нашего маленьких детей, нового поколения, будущих оценок Томских, Илон Масков, таких людей. Например, мы проводим сейчас, сколько у нас детей было оплачено вообще?
нашем, В общем, да, в общем, Около 1000. около 1000. Подумайте, может быть, вот из этих 1000 детей может быть один такой человек, который может изменить, например, как индрайвер, да, всю республику, который будет также в будущем будет драйвером нашей республики и также двигать, ну, также нашу республику на мировой рынок. мировой рынок. И я на данный момент тоже замечаю, вот таких детей на сегодняшний день очень много. И дети у нас очень идейные, очень мотивированные. Если наша главная задача, вот как взрослое поколение, да, смотивировать и научить, все у них уже в руках находится. Главное, на данный момент они борются, каждая компания борется не за то, чтобы программистов, да, за идеи. Вот, например, почему драйвер отличилась, да, по всему миру, потому что у них была хорошая идея. На этих семинарах люди получают просто колоссальный опыт, который даже не может, который пригодится им в будущем. Также проводятся хакатоны, на которых этот опыт очень сильно пригодится. Который принимается на практике, да? Да. Мгм. Ребятам не только пригодятся эти знания, да, на МП, да, это стопудово, хакатон это точно, да, но и мы учим детей, раскрепощаем детей, мы учим их публично выступать, мы учим их выражать свои мысли правильно, да, доходчиво. Также мы представляем, как будто мы инвесторы, да, как будто мы спонсоры их бизнеса, да, это проходит в очень интересном формате, как бы бизнес-игра, да, такая, и для разного поколения, да, для разного возраста людей. И ребята смогут преодолеть себя на этих семинарах и в будущем могут не только участвовать в хакатонах спокойно, да, уже имея опыт участия, да, и зная систему, да, участия в хакатоне, но и могут применять такие знания, как в НПК, например, да, в каких-то конференциях, да, выступать и не бояться выражать свои мысли на бумаге, да, может быть, структурировать информацию, мы им помогаем, и в будущем они знают, как представлять свою идею окружающим. Да, и, кстати говоря, хотелось бы еще добавить, что недавно у нас произошел хакатон Hackzais 3.0, в котором участвовали не только ребята, да, из со всей республики, но и с Москвы были ребята из Новосибирска вроде бы еще. И также мы в тот момент находились, наш десант находился в тот момент именно в Мирном. И непосредственно преподаватели тоже загорелись идеей участия в хакатоне и участвовали вместе с нашим менеджером Николаем, участвовали успешно. И также в первый раз решила участвовать и я, как и Николай. Собственно, с моей командой, мы постарались, создали свой проект и непосредственно заняли первое место. И этими словами, что я хотела бы сказать, то, что участвовать, да, на хакатонах, различных олимпиадах и конференциях нужно не бояться, потому что, во-первых, вы получаете опыт, вы получаете мотивацию действовать и совершенствоваться. Наш десант посетил не только Сунтар, мы пришли сначала с Якутска, в Алекму, с Алекмы в Мирный, и с Мирного в Ленск, с Ленска именно в Сунтар. Теперь мы направляемся домой. Наши компаньоны тоже, два отряда IT-десанта направились, можете подсказать куда? Вилюйскую группу районов и Нюрбинскую, Усть-Майский район захватили. Да, мы не захватываем только городские школы, да, или, например, центры районов, да, мы захватываем полностью район, мы привлекаем все школы, так как, да, благодаря развитию IT-отрасли, благодаря тому, что возможности наши возросли, да, в этом плане, ребята могут участвовать дистанционно, некоторые участвуют из дома, некоторые собираются в точках роста, да, и очень приятно, но в связи с такой напряженной обстановкой
К сожалению, очных участников в городе Сунтаре у нас не было, да, все на дистанционном обучении. Но все равно мы очень рады находиться здесь, потому что все равно и дети, и мы все равно чувствуем, как будто вот мы рядом, мы здесь. Мы могли бы, конечно, приехать, ну, провести семинар с Якутска, но вот этот момент, что мы находимся именно здесь рядом, да, побывать в вашем районе, да, посмотреть, какие у вас живописные места, какие приятные и добрые у вас люди, а какие талантливые у вас дети, это совершенно бесценно. Что бы вы хотели сказать будущему поколению IT, ребятам, которые в будущем будут так же расти, как и вы? Мы бы хотели сказать, что не надо бояться, не надо лениться, главное. Лень — это наша самая большая боль. И нам нужно взять и начинать сразу сегодня, вечером даже, да? Либо сразу сейчас, но уже начинать учиться, совершенствоваться и постигать новых высот. Например, некоторые люди вот просто сидят и просто сами ждут, чтобы им помогли, за них все это Кто-то сделает. Да, кто-то сделал. Нужно просто начать самому все это взять за руки и начать двигаться, да. Например, в программировании в нашем деле не так сложно. По идее, нужно просто в интернете покопаться, там все есть, там за нас все уже сделали. Можно даже, если ты хочешь сделать сайт, можно просто открыть код и скопировать даже. Но если ты знаешь английский язык, изучайте английский язык, да? Если ты знаешь английский язык, то у вас все получится. Если ты не знаешь английский язык, используйте переводчики. И с помощью них делайте, например, начинайте с HTML, изучайте CSS, даже можете изучать JavaScript, Python и Java, да? Саму Java. И что хотелось бы сказать, например, всегда изучайте. Как мой коллега Максим сказал, можно просто взять и скопировать. Я с этим поспорю. Не надо просто брать и копировать, надо смотреть, понимать суть автора, как он мыслил, его шаги, и потом уже можно что-то взять. И усовершенствовать Да. от себя что-то добавить. А я хочу сказать, что никогда не бойтесь и всегда идите к своей цели, да, потому что любая цель, которую ставят перед собой не только дети, да, но и взрослые, она достижима. И главное к ней делать шаги, да, пусть они будут маленькие, пусть они будут медленные, но главное идти, да, и приближаться к своей цели. Ничего не бойтесь, пробуйте, и если вы не хотите чем-то заниматься, то не надо себя мучить, занимайтесь любимым делом, да, обучайтесь вот в интернете, да, самообразовывайтесь, да, когда получаете какие-то навыки, можете поступать уже в образовательное учреждение, да, это могут быть высшие образовательные учреждения, среднее профессиональное образование, да, и идите по своему пути туда, куда у вас лежит душа. Я возможно что-то похожее скажу. Главное, не сдавайтесь. Если вы ошибаетесь, это не ошибки, это опыт. И в будущем таких ошибок больше не будет. Раз, два, три. IT-десант летит к вам! Готовьтесь! Замечательно. Идет.